Вітання, сябры, свейкі, друзі. Сёння 8 сакавіка 26 года мы накіроўваемся да ракі Нярыс паглядзець, што яна сабой зараз уяўляе. Але хотим сказать, ну, перш за ўсё, что ты хочешь сказать 8 сакавіка? Привітання, свейкі. Су Казюка смуга 26. Віншую з ярмаркой Казюкас у 2026 году. І ўсё? 8 сакавіка? Ты віншуеш з Казюкасом? 8 сакавіка сьогодні, да. Мне, конечно, соромно. Жанчын з 8 сакавіка. Ну, тых, хто святкуе. Хто не святкує. Ясно. Мы не святкуем, это да? не все женщины святкуют. Это нормально. Але, а я святкую пачну менавіта з 8 сакавіка, і таму што жанчыны Літвы вельмі азначаюць і лічаць гэта святам жаночым. Але ўжо трэці дзень у Вільні ідзе і ярмарка Казюкас, да? Казюка Муга она называется. Ось, почалась у пятницу, а у субботу сегодня неделя. Ну, это старожитная ярмарка у гонор святого Казимира, патрона Вильни. Означается с 17 столетия. Я кожны год амаль здымаю, і мы аднойчы, у меня есть відэа, где 3 дні мы кожны дзень ходили у розных накірунках, я здымала. Але я не ведала, что на кожны год, тому я как бы вырашила так не здымать уже подробязно. Зараз покажу. Мы накіруемся до реки, каля, это какого? Мосту Миндауга нашего любимого. Тут и помник Миндауга. Але сегодня, из-за того, что там на одной улице ідзе ремонт, гэтые палатки с ярмаркой крыху по-іншаму расположились сегодня. На Кафедральной, на Пилес нету в улице Пилес, на Кафедральной площади мы ее уже прошли. Але вот завернули на проспекте Гедемина и до реки сюда. Зараз вот я вам да, вы чуете уже, музычка гучить, и коли это в музее, тут так само разные палатки. Мы собираемся сходить, спочатку снять раку, поглядеть, так, потому что мы не вельми проголодались, а потом вернемся на эту Мугу, да, и хотим покушать здесь знайти. Почастоваться, да, шашлыками. Шашлыков. Да, ну, и пивка для ривка. Ну все, зараз накіровуємося далі. Глядите, вот я сдымаю. Там Кафедральная площадь и палатки идут уздовж усяго этого. Какая-то улица. Это тут играют. Это тут играют, да. Я думала, так звучит музычка. Это стрит, это баскерс. Да, стрит баскерс, это уличные музыки. In English they are called baskets. Тут вот музей, он зараз ремонтується. Що тут відбувається? Що це за музей, нагадай нам? Історичний музей національний. Національний історичний музей, його огородили. Зараз його, декоративні праці. А перед ним є така площа кругла, і на їй, кому там помник, ось Миндаугу и мост Миндауга. И вот глядите, впершиню мы бачим, что этот палатки Казюкаса расположились. Тут город Мостаков. Это мостаки тут, да? Ось, ну тут же художественный, да, мостацкий музей. Вот таким чином тут тыя, хто... Не мостацкий, тут историчный. Историчный. Тыя, хто, ось, видите, картинами гандлює, так. Ну, ось я зараз покажу, як у нас виглядає Миндауг і дітки. І дітки катаються. На этом пьедестале регулярно. Да, тут недавно было червоной фарбой намалевали вандалы, листо, Вильня наша, это уже стерли. И так само уже тут подозревают тих, ті спецслужби, ті що. Ну, а чому туди пішли, а сюди? Ну, ми ж в реке.
Ну, так може, нам же так. сюди. Так, Так, криху сквозь палатки пройти. Ну, давайте пройдем туди. Криху палаточек вам сдыму. Что тут? Може мангали купити? О, мангалы продаются, гляньте, ось з трубами. Зараз літній этот сезон летішний починається. Ага, ось шашличная. Ось люди стоять в черзі, а потім на столиках кушають. Но ми ще, я ще как-то ми поздно устали, поздно снедали. І ось за столиками сидять і їдять. А ми зараз от вийшли на цю вулицю, яка веде. Тут рух транспортний перекритий, звісно. А ось і там от туди вже, это, як її, кафедральна. А ми в бок раки. Угу. Ось це бібліотека, тут на вуглу. І ось поставлені такі перегородочки, там мост Міндауга. Ми перейшли дорогу. І ось наш мост Міндауга. Ну, меня, конечно, цікавить більше не Козюк как таковой, а рака. Так, ось я бачу, загорода ще стоїть. Ось. Лілія пробила себе. Давай пройдем тут і криху. Фактично тут совершенно точно. Ось, глядите, люди, як виглядає. Уже все, рака на підході. Ну, що можна сказати? Не на підході. Да ну. Вот такой лёдик стоит. Тиждень. Поначалу заморозки, ну замерзає. Не, уже не будуть. З наступного на дворі сьогодні, глядите, якое. Криху наползли. Уже такие легкие облачки. А вот в першей половине абсолютно блакитное небо. И плюс 10-11 градусов глядела. Ну, вечера будет 4. Ну что, можно пройти Ну, туда? вот так, где человек стоит. Давайте туди криху, ми тут обійшли загороду. Давайте ближче до раки. Просто, а на наступному тижні ночі спиняться мінусові температури. Спочатку буде 0, а потім +1, +2. Навіть, коли не помиляюся, +4 ночі. А днем буде навіть до 14. 15, и я думаю, все пойдет. Уже лед весь осел, просел, он по нему уже, ну вот, ходят по дорожке. По дорожке ходят. А снег уже размягчился. О. Видите? Ой, уже такие. Главное не подскользнуться зараз. Тут таким мягким снеге. Ну вот попущим. Ой, вот эти у меня уже боты, они скользкие. Добрый день. Да. Вот эти у меня уже не зимовые, они уже скользкие. Сегодня ж теплые. Я уже не надела зимовые. О, так тут тече уже вовсю. Вот это вот, глядите, вот она речечка. Я думала, буде як на сибірських реках, стоять грохот. У якої ми там это читали Распутина, прощание с матерой, да? А мы тут не провалимся. Это набережная еще, дорожка? Мне ближе не надо, вот тут уже трещ. Глядите. Вот вам Нярис. Привитание, Нярис. Частково. А это Вилья. А, да. Это все смешивается, конечно. Ага, да. Вилья там пробила. И она заворачивает, да. Больше течение с Вильи, оно тут как бы заворачивает и пробило себе такую брешь. Смешалась с Нярисом и тякучая этой речечки. Але так у целом я разумею, что будет. Никакого грохота, никаких таких льдин наползающих.
один на одну. Ось, тому що стоять днем сонячний уже гэты тиждень, що був і що буде, солнцем за день выпаривается то, что мы вот так и предсказывали. Лед, снег поступово выпаривается. Уже гляди, все косогоры без снега. Вон там, на тым боку. Чтоб тушкам добре там уже по земле. Уже их кормить не треба. Я бачив інформацію, Такі. що Так. біля Полоцьку двина Що то вже... пливе? Льдинка. Льдинка? Біля Полоцьку двина вже вскрилась. О, Но так. двина тече в Ригу, А, уже. не к нам. Да, ага. Вось. А у нас Вилейки, да? У нас Вилейщины В какой-то. деяких кавалках Вилейка так само вскрилась. Вот что с теплывье по Они воде всякие такое? Может, это контрабанда? Пачка сигарет одна плывет комусь. Ну ось, і это. І я думаю, ну випариться так поступово. Лед вот этот так само буде утоншаться. Он же снизу так само водой там подмывается. И сверху выпаривается, утончается. И потом мы вот бачили с моста, что там крыги, такие круглые блины уже выглядят. Ну, как Можем бы. вот так пройти, Ага. лестницей подняться. Давай. Мы там, где имели этот вот, да? Пикничок имели. У меня вот эти скользкие боты. Потому что они весенние. Они это. Они зимовые. Ой, папуся. Вось. І тоді, ну, все так, знаете, без разливов великих. Ну, вот эти вот тут льды эти поступово будут как бы утончаться. И это, что-нибудь. Ветер льда, как оно поступово увеличилось, треба Да, и, повыситься тепла. да. І от цікаво, що будуть приймати литовські улади тут. А? Я думаю, что они загонят сюда маленький тракторчик, и он-то спихнет всем на Я, ну, может, сползут они там сами, но они вздыбились. Як сосульки эти все, как их, лавины. Папуся, мы точно идем по дорожке? Я не по раке иду тут. Бо мало не покажется тут, коли я ввалюсь. Я с заплечником. Мы отправились в такую, как бы, прогулку, поход. И сегодня у нас один заплечник и 8 соковика. И менавіта я его несу. Там у нас есть и кава. И все им. А? А где идти мне? Вот тут? Я тут боюсь, и тут все у трещинах. А во, глядите, одна уже крихочка оторвалася, мы ее застукали и плыве. Вот так и будут, вот так почнется ледоходик. Это пироговые. Ну, она где-то Она сейчас застрянет боком. там застрянет, да? Да, вот ее развернула. Ага, опа. ага, так. Что Она там? пошла долей. Долей пошла? Развернула. А я хочу такое бачить поболей. Меня такие природные явления вельми приваблюють. Мені подобається назирати. Ось сюди. Ой, мне ноги проваливаются уже. Ай, а где тут лестница? Ой, не, я там не пойду, пап. Да вы сюда идите. Глядите, как он провалил. Так я ж прежде чем туда, я ж сюда провалюсь. Нет, тут не провалишься. Ай, все, зараз отключусь. На берегу полночных волн Да. стоял он дум великих волн. И вдаль глядел. Пред ним высоко, широко, далеко. Он какой классный. О, Айсберг. ну где? Вот. Вот. Кого еще один заплывет? Что, плыве? Вон плывет. Ух ты, классно. Корабль. Мы тут на такую эту лестницу, где мы тогда пикничок мели, вот на той вот приступочке. И зараз мы как бы, я у бяспецы себе отчуваю, стою уже, вот, но мы преодолели вот гэту, вот тут прошли по вузкой. Ага, вот они.
Ну, вітаємо перші криги. С Бернардинского сада выпали. Почему з Бернардинського? Откуда? Ну, они ж Вот, бачите, мы застукиваем перші криги. І вони неровні, такі, як собі я завсюди уявляла, що вони з острими краями, ламаними повинні бути. Вони такі круглі блінчики, які мене... Вот, а это что тут зараз? Тоже так само, что... маленькая, да. Маленькая поля. А она черненькая. А так худко. Ніби они спешаются в эту, в Балтийское море. Худшей искупаться. Ну что, мы поднимаемся медленно в гору? Можешь подняться? Лошадка, везущая хворост у вас. Ну все, зараз будем подниматься. Преодолели, о, поднялась я по этим великим приступкам. І зараз ось так цюль покажемо, як тут виглядає наша річечка Нярис. Але ось ми бачимо, що уздовж до Вілейшисів Вон туди. туда, до моста, а потом направо. Ага, Дивитесь. аж до моста. Далі все тягнуться ці казюкаси. Казюкаскі лотки. Мы покуль вертаемся. Ось, глядите, обратная сторона уже перед башней Гедемина, гэтай музеі. І па ўсёй гэтай вуліцы мы перабеглі дорогу і показываю лоточки. Але мы накіроўваемся у обратный бок, крыху туды, к центру. Ой, опа! И уже поздымаем вам тут, что тут у нас. Так. Чим торгують, курточки. Ну, з неї так. Сябры, вельмі зручно. Ось там усталяваныя прибиральні, некалькі кабінок, вон башня Гедемина. І, конечно, калі масавыя такія святы, яны заўсёды вось тут думаюць о людях. І я, дарэчы, сходила. И коли мой папуся взял мой заплечник, я его сняла, який он тяжелый, то зараз он взял его и сказал, який он тяжелый, я буду нести. Где? Ну, в угле, смотри, керамики. Керамики. Ага. А это вот нитки, да? Ага. Или что это? Да, это вот вязать. Бачите? Тут пустенько. Вот вам керамика. Я себе не могу вам здымать тут столько лотков. И кожный год я подходила, здымала. Навіть уже такие кошты, да. Ну, например, вот что тут написано. Вот такая ось блузка. А тут это, ножи. Тут вот это что такое? Какая башня Гедемина. Тут целый город таки выложен. Ой, вот это пригожа. Видите, вот башня Гедемина. Вот такие вот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это для детей, что ли? Висюлечки такие. Вот куколки всякие. Это и для внучек вам. Сдымаю внучечки. Алечка. Сашенька, Толик. Можно я его чуть-чуть вот так вот протягну? Ой, глядите. Ой, и тут навіть микрорайон. Ага. Ну, для Евы уже это може не цікаво. А вот София, Костусик. Глядите, какая собачка. Так смотрит. И Колькина каштує. У нее такие... Кто тут мышатый? Чудовно. Добрый день. А что у вас? Ой, какие классненькие. Глядите. Это из керамики? Да. Керамика, да. Это котики. Разных колеров. И не только котики, а кто еще? Или только котики? У меня зрок дренный. Ага, і місочки пригожі.
А это как вот назвать? Это кастрюля? Да. Жамотная глина. А, жамотная глина, сябры. І місочки так само такі пригожі. Цікаво. Ви самі робите, да? Молодці. Цікаво. Для білорусів здимаю Менську, для свояков, сябров. Привітання. Дякую вам. Так, ну а тут это вот в преддверии этой Пасхи уже эти вот тюльпанчики, да? Или что? Бурштинчик. Як же у Литве без бурштина? Ух ты! Тут желтые такие. Глядите, какие каменьки великие. Какое ожерелье. Не пожалеешь. Вон такие висят кулоны. Пригожие. Вот тут мы нашли такую палатку, где все старые речи, але они оформленные, как бы, но они все аутентичные. Комплект. Вот хирург, вот эти ж Ага, они как бы в хирургичные. рамочках. И робите это все. Витаю вас. Вас як зовут? Арвидас. Арвидас, Марьянна и Олег. Мы Откуда вы? с Беларуси, с Менска. Беларусь? Да. Ось, у нас там свояки, сябры засталися живуть, і вони кажуть, стимай нам про життя, от про Козюка цікаво. Ось, і, ну, вот это вот необычные ваши это. А вы где берете эти вот старинные? Я потом покажу вам. И друзья дают, и соседи. А, вот так, знают, да? что Ага. я занимаюсь этими А. вещами. Где-нибудь на поле чудес можно что-то купить, правда же? На рынке. У нас нет. Нету, да? Давайте поглядим. Ну вот глядите, что здесь. Ну вот, например, вот какой-то медицинский. Он их в рамочку очищает, сказал. Вот. Да, вот открывачка. Вот. Чесночина. Вот это стремена. Старье продают. Вот это вот еще не знаю, какой-то механизм. Вот, глядите. А, вот старый телефончик. И можно это как бы набыть, вот весы. Это для, и даже вот это для монет, что ли, да. Вот. Электросчетчик, что ли. Гляньте, вот как можно, бачите, креативно подвести. Вот старый циркуль. Я даже забыла, как вот это называется, да, линейки, эспандер, или нет, как же он называется? Транспортир, вот, транспортир. Вот, треугольник, линейка. Ось, и можно это, вот, глядите, краска, кисти, так вот все, но але в рамочку, ось. И отрымовывается уже как бы, уже отрымовываются какие-то старые эти сверлы. Вернее, эти, не сверла, а эти, как их там, тоже забыла. Вот ліхтарики старинные. Ну, я думаю, что это такие, вот в этом есть креатив. Знайти, как бы, такой новый подход. Как это все, это, я таки думаю, вот на летище, на свои домы могут люди навод набывать. Вот глядите, старые мобильные телефоны, вот раскладушечки такие, першие эти Nokia, да, или что тут. Вот такие гаечные ключи, так само какие-то рубильники или электросчетчики. Ну, вот тут уже такой натюрмортик. Это натуральная вазочка. Глядите, она выпуклая, красивенькая. И тут там навод кветочки, пассатижики. Или плоскогубцы в народе. Ну, ось, и навод теннисные ракеточки. Ось, гляньте. И навод с мячиками. Ось такой у нас господар. Олежка з ним беседує. Ось так. А, і ще ось тут з цього боку. Ага. Ага. Значки.
Я не бачу своїм зроком, які там подкова на щастя можна набити, звісно. И такие значочки. Я помню, такие значки были, которые такой иголкой вторкались, да, в моем детстве. Не пристегивались, а уторкались. Ну, ось такі. Такой цікавий у нас боксик. Криху здимаю зверху. Сябри. Вон Олежка іде. Мы походили по Козюкасу. І ведаєте, я зрозуміла, чому я і не ходила гэты все 3 дні. І мені хапіло зараз, каля 40 хвилинаў походити скрозь гэтую натовп людей. І я розумію, тому що я люблю вже більш тишиню, ці натовпи. Мы походили, набыли смачную ежу, шашлыки с тушеной капусткой и деревенской такой этой бульбой. И взяли пивка. Олежка ничего, стаканчик. А где он? Где он? И мы хотим зараз пикничок зладить. Все, идем назад? Да? Тут нет самых деревянных этих... Да, я потім так згадала, да. Мы вирішили, глядите. Ну раз дошла до моста, сейчас загляну на Вилию. Давайте заглянем на Вилию. Глядите, вот мост. И прочнулась она. Я думаю, так. Вот наш мост. Ну, ось так, як ми і предполагали. Частка тут упадіння, бачите, все льодиком стоїть. Ось там прям така межа, где Нярис. Тут это у нас Вилия, а она уже, течение сильное, мощное пробила и заворачивает туди. И мы зараз пойдем, вернемся на тую лестницу. Ось, тут нема драўляных приступок. Там, где мы ранее имели пикничок. Там мы на драўляную приступочку сядем и будем святкувати 8 сакавіка. И Козюкас 26. Так, что? Кто мой? Стоял он дум великих полн и пиво тримав. В принципе, снизу у нас есть какие-то тряпки, да? Ні, пойдем туди, там лепш, там зручнее, там как бы для ног. Ось. Там вона так близько підходить до води, але там нема. Ну, я маю на увазі ту лестницю. Глядите, як пригожа. Як пригожа. Я вже йду під підсохшей землі, снегу вже нема. Тому що тут сонечко гэтый тиждень, щоб світило амаль кожний день. Ось, ідемо на пікничок. Ось, сябри, ми знайшли нашу лестницю. Ну ми минулий раз там сиділи, зараз криху ніжей. Просто навпрост перед нами тече Нярис. І, до речі, що ти кажеш на кунту зровня води? Високий уровень, бо вон там просвечивается узбережная, вон и там бачно бетонные плиты безбережной дороги, и то есть до их еще сантиметров, да, сантиметров на 20 выше. На. А там, гляди, покажи, Олежка, вот там, вон какая это. Промоина, да. Промоина, и мы прям вот тут вот просто. И у нас уже накрыто, показывай. У нас уже накрыта полянка. Вот. Наши вот тут есть пивко. И мы так само набыли
Такие собойки. Ой-ой-ой. На Козюкасе набили. На Козюкасе горячие там шашлыки с деревенской такой вёсковой картошечкой И капусткой. и тушеной капусткой с кетчупом и пивко. І вілочки навіть є, так? Ну все. Зараз ще нальємо чашки, як звичайно. І з вами вже розвітаємося і повіншуємося. Ой, чебры, глядите. В этом. Что? О, это тут вот огурок, что ли, есть? Огурчик? Да, да. Шашлыки. А где картошечка? А картошечка у этой. Это мы ее раздели. Серьезно? Ой, вот тут у нас картошечка. Ёсь, наряду с капусткой. Ой, как смачно глядится. І так, сябри, ще раз віншуємо З 8 сакавіка. Да. з жаночим днем. Зичимо усім щастя, здоров'я, усім, хто в жаночого роду, так? А так само згадуємо наших мужчин, які вони нас підтримували і натхняли. І любили. Да, любили, допомагали. Кохали. Да, кохали. І все, і нас обороняли так само, так? Ось. Дякуємо за це. Вам усім доброго настрою. І так само Козюкас ми сьогодні навідали, погуляли. Дякую вам, що ви криху з нами так само пройшлися. Со святом, з 8 сакавіка 26 году. До наступних зустріч. Олегас Ір Маріанна Буво Суюмс. Или как? Суюміс. Суюміс Буво Олегас Ір Маріанна. Пакуль. С вами были Олег и Марианна. Ну что, скажи, коли ласка, папуся, что Слава ты Богу. думаешь насчет войны у Иране? Думаю, что мы еще не можем нават пролічыць наступстваў гэтай падзеі. Не, серьезно. Серьезно? Ну никто не А, может сказать, ну чем она добре, да. закончится и Мгм. что это будет. Это может быть невероятная перемога, а может быть наоборот. Невероятная, так сказать, как бы, вот как сегодня Пастухов говорил, невероятная авантюра безвыниковая, якая приведет только до какой-то масштабного там, кризиса в Америке. У Америці. А які ще наступства можуть Ну, бути? і І для Європи, і для Білорусі, Європи для так Росії, само. для України. Это Ну, час такі от випробування для всіх. Сьогодні, зараз от по всьому світу проходять, по Європі, наприклад, особливо, проходять великі такі там демонстрації. Но люди поділилися. Одні іранці і ті, хто співчуває, виходять з потребуванням спинити війну, а другі, наоборот, що правильно, ти будеш, справді, всі люди відчувають суперечливі почуття, от як я. З одного боку, так, треба позбавлятися від диктатури тієї іранської, аятол этих, а з другого боку, ну, вже люди просто терпять. Тисячі загинулих, і це буде протягуватися. Тобто, почування людей і такий гнів просто проти цих подій. Ну і Трамп, як завжди, абсолютно непредказальний, і невідомо, чим це закінчиться для його. як ти думаєш, ну ось яке ставлення Білорусі і Росії до гэтага конфлікту? Що ж, яке ставлення? Ну, Угу. Путин натурально підтримує Іран. Его союзник Лукашенко, конечно, так само. Вот. Но при этом они спробуют еще и не разловать Трампа, своего такого, скажем, минутного союзника. Вот. Тому
яны його по великому рахунку падтрымліваюць. Вот тое, што прыйшлі звесткі, што нібыта рускія дапамагаюць, значит, корректаваць этот вот удары Ирана, я в это цалкам веру. Тут же гаворка про что? Что русские хутчэй за все делятся спутниковой информацией. Якая дапамагае иранцам наводить ракеты по неких объектах, як американских, так и вот этих вот в Персидской затоке краинов. Вот. Это цалкам реально магчыма. Ну а это значит, что конфликт поширается, и его все больше и больше тягивается больше краинов, и больше людей терпит. Непредказальные наступства. Все думали, что вось нафта больше 80 не поднимется за баррель, а не, уже под 100. Значит, отрымается, что при том, что Путину это невыгодно, да, завинание иранского режима, но материально ему это выгодно, он зарабатывает на этом великие гроши снова. Все намагания по санкциях марные отрымливаются, потому что ось зараз он будет зараблять в 2 раза больше за нафту, якую продає. Вот так. То есть такие суперечливі події, абсолютно не розумію, Так, чим це і, закінчиться. а ось таке ще питання. А як ти думаєш, що Китай робить ось, яке його таке ставлення? Ну, у Пельшиню, может быть, за все зависит от час конфликту, Китай почал криху как бы терпеть от этого некие страты. Бо, Які? бо амаль там 80% нафти, якую он купляє, а это в основном была иранская нафта, и она якраз шла, вот, ну и иранская, и дубайская, она и шла якраз про эту вот персидскую, Ормузскую затоку. И теперь спынение этой трафику про эту затоку бье по экономичному становищу Китая. Это магчыма как бы, ну, такая часовая мера, но когда она затянется, это сапраўды будет для них это дрэнна. Недаремно они уже как бы там ворчать и что-то такое там потребуют. Вот. Магчыма будут больше рашучими. Не так, як ми от з тобою сьогодні сидимо на березі і чекаємо, коли тут пропливе Для Китая что важно? Для Китая труп вельми важно, да, ворога. для России вельми важны танные нафтопродукты. Потому что Китай фактически под цалком залежить от нафтопродуктов, от поставок нафтопродуктов, свою нафту не має. Ось. И коли тайна нафта, то ее продукция дешевая, и больше-меньше он может продавать это все выгодно в Европу, в Америку и так далее, по всем свете. А коли дорогая нафта, у него тогда его товары губляют какую-то здольность. Вот. И в такой долготерминовой как бы, перспективе этот конфликт вельми небезпечен для Китая. И он бы мог зацікавитися в этом тем, чтобы его спинить. Але з іншого боку, Китай, як така ж самая как бы, тоталітарна країна і антиамериканська країна, и он думает про то, как нашкодить больше Америке, нашкодить больше Европе, демократичному свету, и вось будет протягивать, как бы подтрымливать, магчыма, нават Иран каким-то там чином, магчыма, некие поставки. Но, во всяком разе, вот мы бачим по прикладе России, да, что и он подтрымливает Россию. А ён не паспрабуе там з Тайванем неяк пытаць, ну, пачаць вырашаць пытанне? Зараз-то не, конечно. Не. Зараз, коли он бачит, что Америка как бы повстає як моцная країна, ему это небезпечно. Но ослабление Америки ему в этом зацікавило. Вот коли он убачит, что Америка достаточно утягнулась в все конфликты войсковые, что русские скрученные, как бы, да, занятые, тогда все не выключено, да. В принципе, логика к этому идет, потому что любая тоталитарная країна починає рано чи поздно свою політику, економічну експансію перетворять у політичну військову експансію. Да? І от оно, що ми бачили на Росії, що тепер ми бачимо на Америці, і такое, можливо, буде і з Китаєм. А для Китая головний приз – это Тайвань. Си про это заявил, это всем ведомо, и он будет этого домогаться.
вельмі важна, як дэмакратычны свет будзе этаму супрацьстаяць. Калі А что ты разумеешь под демократичным это светом? краіны Это кто? дэмакратычнага свету, это Еўропа, это Японія, Корея паўднёвая, Паўднёвая, так. паўднёвая, да. Это Канада, Австралия, это, ну, в пэўным сэнсе и Америка, ну, там как бы не все как бы, там Трамп это не единый представник Америки, это все равно Америка застаецца великой демократией, якая стоит в лидерах, не только экономичных лидерах свету, а и в демократичных лидерах свету. Ну вот так здарылася, что пакуль суперечливая политика в Америке. Это наступство в ліку демократии, бо люди выбирают то один как бы флаг, то другие. Во всяком разе, вот мы зараз бачим, хутка цячэ вода, плыне цекут крыги, вон якраз отчалила черговая крыга, О, пошла. ой, Ось такий рух. Вот демократия этот вот только рух. что оторвалась от тюль, да? Да. Вот тут она была внизу. Где? Вот тут она была, и вот отсюда оторвалась и пошла. Ай-яй-яй-яй. Для того, что вот этот вот рух демократии. А вот диктатура вот белорусская, это вот там. Вон. Это что? Стабильность? Лед, стабильность, тишина, ничего не рухается. Вот это И вот. тем не меньше там потекает, под я ёй что там потекает, под отбивается. ёй потекает. И яна колісці Вот таксама. 40 годов в Иране вот такая ситуация, пришли там аятоллы, эти мусульманские фанатики, вот и за краину законсервировали. С 89-го У нас года. пришли реваншисты 980. советские до влады, законсервировали краину. Вот. В России так само. Реваншисты имперские российские пришли до влады. Вот так оно. Китай это Ну уже скажи, подверглось. коли ласка, ну 50 як ты думаешь, ну а кольки еще продлится вот эта иранская, вот это вот, ну как и зараз скажут, американо-израильская операция? Кольки? Я не думаю, что она продлится так хутко, как отмерил Трамп, что уже, мовляв, хопить вот там неких пару месяцев. Нет. Я не думаю. Будет Иран дольше. это не Венесуэла, так хутко там не удастся поставить того человека во владе, який задоволить Трампа. Он же сказал, что я хочу сам это брать. Но там вельми складаний, там такий пирог. Ось, нездарма ж в Ирані і була така диктатура релігійна, да, мусульманская, но и вельми складаная была система улады, потому что там складаное громадство. Там, по-перше, ну и национально там не один народ, ось, и исторично это вельми складаная такая країна. Вот, она велизарная, это 90 миллионов человек, громадная территория. Да. Там хапая своих этих викопнів, нафти, она самодостатковая. То есть її, як молодую країну Венесуэлу, значит, захопить и подпорядковать будет вельми тяжко. Тому это может протягиваться вельми долго. Ну як ти, апошнє питання, ну як ти думаєш, паўплывае ўсё гэта на нашу родную краіну? Што, як? Беларусь Будет, следил так. культиваторы за Россией, и то, что будет отбываться за Россией, то и будет отбываться в вынику с ёй, ну, будет отбиваться. Ну, то есть, коли как-то зрынется этот путинский режим, то імгненно, ну, вельми хутка зрынется и белорусский режим. Ну, они такие близняты, допомагають один одному, это реально. Ну, это так, если агульно брать, так? А калі зараз тактично, вот как бы отделить Беларусь от России, что как Не бы... хотелось бы делить, но покуль это не Не, но что как бы доморослый диктатор, что он будет робить, як ты думаешь? Он уже робить. Уже робить, Что что? робить, что он, значит, подпорядковывается цалком России, при этом он знайшов себе нового такого опекуна, это Китая. Ну, ось. А теперь же снова спробует заигрывать с Заходом,
ну, не с Европой, он разумеет, что Европа ему уже не доверяет, не верит ягоным там этим гульням, ну, ось, словом. А он вот нашел себе нового такого помогатого в выгляде администрации Трампа. Ну, сподеется, что ему эта администрация как бы відведе іншу роль, чим Мадуру, чим каким-то іншим диктаторам, що його как бы заховають у випадку ніяких великих таких зрухів, конфліктів. Ось. Но поки же не бачно конфлікту поміж адміністрацією Трампа і Росією такого серйозного. Вот, наоборот. И, отповедно, он отчуває, что ему можно триматься. Больше не просто триматься, а гулять на боку то того, то другого. Так вот. І покидати для себе такий люфт. Так. Коли ситуація зміниться у один бок, такий люфт сюди, і він криху зрухається. Коли у інший бок, туди зрухається. І ось цей люфт туди-сюди лавірувати. Человек, он бачит, что, ага, коли криху вот Путин огрызнулся, что ты, значит, собрался ты не бы ехать, значит, на Совет мира, да. Он нет, тут же, значит, отмоился и все, и вот все. Подпорядковався. Да, почалась агресія супроти Ірана. Почекав, поглядів, як Путін... Да, 3 дні, або 4, або 5 чекав. Перед тим, як виказати своє міркування. Поглядів, що, ага, Путін все, що починає, все більше, как бы, недовольним бути. Ну, тоді і він щось дякнув. Но при этом застається таким же, как бы... Я лечу... симпатиантом Америки. Я лечу, что и он не то, что симпатиант Америки, и он симпатиант самого себе и своего, сам знаешь кого, самого любимого человечка такого, якого он за все называет, ось. І ось так лавірує і туди, і сюди, ось, да. А тим часом я гляжу, що такое закат, темніє, і гляді, як пригожі які кольори закату, і такі облаки, і рака, вечереє, і над городом, ось над ракою літають ворони. Мы бачили этих самых, буслов. Буслов, такую невеликую стайку, из 7 буслов. 7, мне здається. Вот. 5 было. По центру? По центру, да, 5, и 2, и 2. 4, да. Но я не поспела заснять. Зараз тримала камеру на это, чтобы заснять, але нема больше косяков. Ну все, все. Велике дякую за ваше міркування. Присилайте гонорар. Да, добре. Ми, коли к Дональду Ібрагімовичу Трампу звернемося за гонораром. Фредович. Он как Фредович. там? Фредович. Ось, Альгердович, Фредович, і хто ще сказав, Ібрагімович, і він уже і Венесуэлович, ось. І коли він тільки дошли, ваш гонорарчик, мы вам одразу перелічимо. Добре? Ну, давайте. Ну все, покуль. Дякую. Все. Дякую. Покуль. Но пройдет зима, оживут дома, зашевелятся льдины рек. И ты придешь сама, и он сойдет с ума, и ты останешься с ним навек. Но пройдет зима, оживут дома, зашевелятся льдины рек. И ты придешь сама, и он сойдет с ума, и ты останешься с ним навек. Ты придешь сама, и он сойдет с ума, и ты останешься с ним навек. И ты останешься с ним навек.